Спустя месяцы долгов работники кризисного Ингуш-Регионводоканала наконец-то получили свою зарплату. Сегодня вечером на карту каждого из 300 сотрудников ГУПа поступили все задолженности. В кабинетах предприятия шумно, обсуждают, на что уйдет зарплата, оплата коммунальных услуг, кредитов, список дел большой, ведь сотрудникам не платили около года. Сотрудники ждали зарплаты так давно, что уже я и забыл, сколько это времени. Наверное, целый год уже, а некоторые даже будет больше. Но сейчас пришла информация, что деньги поступили нам в пристав и делают там разноску. Вот это нас, конечно, сильно обрадует, как раз под Новый год. Думаю, все будет хорошо. Мы туда несколько человек уже звонили. Это подтверждается, что уже делают разноски. Мы очень рады и благодарим руководство за это, что не оставили в канун Нового года нас без зарплаты. И очень хорошее есть на будущее, как нам руководство сказало, отныне не будет таких проблем, задолженностей. По мере возможности ежемесячно постараются отдавать заработную плату. Уже несколько лет Ингуш-Регионводоканал находился в предбанкротном состоянии. Общий долг предприятия составляет 300 миллионов рублей. 27 из них – зарплата сотрудников. Новый директор ГУПа Хамзат Сукиев возглавил водоканал в начале декабря. Первым делом новое руководство приняло решение заменить абонентскую службу, которая занимается сбором платежей за потребленную воду. Сборы были очень незначительными. Теперь, с 3 числа мы собрали 2 миллиона 642 тысячи рублей. Это небывалая сумма для этой организации. Если мы раньше собирали 1 200 000, 1 300 000, это было, в принципе, как бы праздником, да, для этой организации. На сегодняшний день за 17 дней мы собрали 2 миллиона 642 тысячи рублей. Я считаю это очень хорошим показателем. Следующий шаг – это разрыв контракта с МРСК. Дело в том, что согласно предыдущему договору, все средства, поступающие на счет Ингуш-Регионводоканала, автоматически перечислялись на оплату долгов энергетикам. Таким образом, денег на погашение зарплаты сотрудникам ГУПа не оставалось просто по определению. Расторгнут договор и единовременная денежная компенсация, которая раньше уходила за оплату за электроэнергию, да, на оплату за электроэнергию. Теперь уже эти деньги легли на наш счет. Также в правительстве республики было принято решение о переводе МУПа «Сунжи-Водоканал» в ГУП и присоединении его к Ингуш-Регионводоканалу. Сейчас руководство предприятия планирует усилить работу с юридическими лицами и заключить дополнительные контракты. Так, если мы до сих пор с юридических лиц имели, допустим, около 2,5 миллиона рублей в месяц, то по оценке, по нынешней оценке, да, по прогнозу, мы выходим где-то на 3,5 миллиона рублей. А фонд заработной платы на сегодняшний день около 6 миллионов. То есть у нас будет 3 миллиона как минимум сборы по физическим лицам и около 4 миллионов сборы будут по юридическим лицам. Это лишь начало большого антикризисного плана, направленного на выведение Ингуш-Регионводоканала в положительный баланс. Но главные задачи уже решены. Сотрудники ГУПа получили компенсации. Далее зарплаты будут поступать каждый месяц без задержек. Амина Бокова, Майрбек Мержоев, Новости 24.